30 июля 2007 года. Качкуровский район. Лесной массив близ села Мордовское Давыдово. Именно здесь, в 600 метрах от детского лагеря «Журавушка», 7 лет назад дети обнаружили страшную находку. Под деревом лежали 2 скелетированных тела. Осмотр места происшествий, который проводили лучшие криминалисты республики, показал, погибшими были молодые девушки. Смерть носила неестественный характер, другими словами, их убили. Версия основная – убийство. Потому как на обнаруженных трупах имелись явные признаки насильственной смерти. Характер и время смерти нам дают предположение о том, что это было совершено в одно и то же время. То есть часть из них были там припорошены листвой. Вот. И также при осмотре сначала был найден один, обнаружен скелетированный труп, а когда уже были вызваны сотрудники полиции, на тот момент милиции, то уже при осмотре были найдены останки еще одного трупа. Первое, чем занялись сотрудники МВД и прокуратуры 7 лет назад, это установлением личностей погибших. По форме черепа одной из них был составлен примерный портрет. Ориентировки разослали по всем регионам страны. Проверялась картотека без вести пропавших как в Мордовии, так и за ее пределами. Спустя годы эксперты получили даже ДНК-образцы девушек. Но любые сравнения давали отрицательный результат. Так продолжалось до нынешнего года. Здесь в первую очередь была проведена большая оперативная работа. То есть эта работа проводилась как на территории Мордовии, так и на территории других субъектов Российской Федерации. То есть когда нашими сотрудниками в 2014 году была получена в начале года оперативные данные о тех лицах, которые предположительно могли быть причастны к этому преступлению, то есть начала большая титаническая работа. Без доли оперского везения здесь не обошлось, признается Игорь Панкратов. Сотрудники межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью по крупицам собирали информацию. Выяснилось, что все 4 уроженцы Саранска в возрасте от 28 до 32 лет. Дружили в одном дворе, на жизнь зарабатывали шабашками на стройках и очень любили выпить. После совершения преступления кто-то из них стал алкоголиком, кто-то уехал в Москву, где обзавелся семьей и детьми. За 7 лет, прошедших с момента совершения преступления, 2 из подозреваемых успели отбыть наказание за совершение имущественного преступления. Еще 2 успели получить высшее образование. Молодые люди были абсолютно уверены в своей недосягаемости, поскольку считали, если не были задержаны сразу после совершения преступления, то не будут задержаны и в последующем. Сложность задержания подозреваемых заключалась в том, что все они находились в разных местах, но оперативникам удалось разыграть определенную комбинацию и взять молодых людей в один день. 20 мая друзья собрались в сауне на Химаше. И когда к ним приехали девушки легкого поведения, оперативники МВД и СОБР решили проводить штурм. Зная, какие тяжкие преступления эти лица совершили, и их определенно за это время мы полностью изучили у каждого психологический портрет, чем они жили. То есть была такая обоснованная опасность того, что вот этим дамам, которые туда приехали, могут быть нанесены какие-то физические увечья. Это мягко сказано, но некоторые могли, мне кажется, оттуда и не выйти. После задержания подозреваемых установили и личности убитых девушек. Это жительницы Саранска 20 и 16 лет. Почему горожанок никто не искал? Просто одну подозревали в мошенничестве, ее кандидатуру не брали в расчет. А несовершеннолетняя ушла из дома после скандала. Отношения в ее семье были такие, что родители успокоились, когда подумали, что она просто уехала в другой город. Тем не менее, родственники жертв спустя 7 лет смогут дождаться приговора, заявляют правоохранительные органы. Молодым людям грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления по Республике Мордовия предварительное следствие по факту убийства, произошедшего в 2007 году, возобновлено. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом А части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, убийство 2 лиц. В ходе расследования с учетом собранных доказательств подозреваемому будет предъявлено обвинение в зависимости от роли каждого в данном преступлении. Имеете ли вы причастность к убийству вот этих 2 женщин? Я не имею причастности к убийству. Прошу избрать моих пресечений.
Дожидаться исхода дела все подозреваемые будут в следственном изоляторе. Такое решение 22 мая принял Пролетарский районный суд. Подозреваемых уже вывозили в лес для проведения следственных действий, однако информация они делятся неохотно, ссылаясь на время. Якобы за 7 лет многое успели забыть. Пока картина событий выглядит так. Встретились, выпили, позвали девушек в свою компанию, позже сели в ВАЗовскую девятку и поехали на пруд Корчагинец, откуда глубокой ночью направились в Качкуровский район. По пути они заблудились, машина застряла, и вот в том месте, в лесном массиве, там на полянке, в нескольких метрах от грунтовой дороги, они опять же продолжили распивать спиртные напитки, после чего некоторые из них пытались вступить в половую связь с данными девушками, но, получив отказ, стали в отношении них проводить насильственные действия. Избили, а потом при помощи топора, то есть эти девушки были жестоко убиты. Сразу после убийства компания приехала в Саранск, где продолжила распивать спиртное. Сейчас следствие проверяет информацию об изнасиловании девушек. Также криминалисты пытаются найти и топор. Его якобы выбросили в пруд. Кроме того, подозреваемых будут проверять на причастность к другим нераскрытым преступлениям. У правоохранительных органов есть основания полагать, что молодые люди могут иметь отношение к безвестному исчезновению еще как минимум одного молодого человека, тоже жителя Саранска, и нескольким изнасилованиям. Сообщить имеющуюся информацию можно по телефону 02. Александр Аносов, Сергей Бибинов. Происшествие. 10 канал.